Здравствуйте, уважаемые зрители, телезрители и наши участники нашей сегодняшней передачи. Сегодня наша передача будет посвящена PRP-терапии, плазмолифтингу и СВФ-терапии. Сегодняшняя наша передача проходит при поддержке клиники TB-Ajam, американской компании Arthrex и благодаря нашим сегодняшним участникам. Всех вас приветствую! Сегодня у нас на передаче присутствует официальный представитель американской компании Arthrex в Таджикистане Полимов Бахтиёрджон. Поприветствую, спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо этой компании, что для нашей передачи сегодня выделили расходники, шприцы специальные для проведения СВФ-терапии. Надеюсь, в Таджикистане будет успешно проходить ваша деятельность. Спасибо вам. Всем доброго. Сегодня также хотел бы поблагодарить нашу гостью, всеми нами любимая народная актриса театра и кино Сайрам Исоева. Прошу поприветствовать. Спасибо. Итак, сегодняшняя наша передача посвящена современным технологиям лечения артрозов, периартритов, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сегодня мы с вами обсудим, какая разница между проведением плазмолифтинга, PRP-терапии и СВФ-терапии. Для того, чтобы понять, для чего и что мы лечим этими методиками, коротко я пройдусь про заболевания, касающиеся артрозов, старения коленного сустава. Итак, что такое артроз? Сегодня я буду максимально мало использовать медицинские термины, потому что сегодняшняя наша передача посвящена больше населению, и хочется выражаться более простыми терминами, чтобы было доступно и понятно. Значит, что такое артроз? Артроз, если простыми словами выразиться, это старение сустава. А точнее, разрушение суставного хряща, что мы можем видеть на данном ролике, когда происходит из-за некоторых причин, микротравм, воспалительных процессов и каких-то системных заболеваний происходит разрушение суставного хряща. И наша задача заключается в том, чтобы сохранить эту суставную хрящ. На сегодняшний день клеточная терапия прогрессирует, развивается. Проводятся такие терапии, как PRP-терапия, плазмолифтинги и СВФ-терапия. Что такое PRP-терапия на нашем простом языке? Что это за методика? PRP-терапия в переводе с английского слова означает плазма, насыщенная тромбоцитами. Что такое тромбоциты? Разберем коротко, для того, чтобы было понятие, в чем их функция и в чем состоит их уникальность. Тромбоциты – это клетки крови, которые играют важную роль в свертываемости крови. А так недавно ученые нашли и другую функцию, за которую может отвечать эти уникальные клетки. То есть эти тромбоциты могут усиливать факторы роста, стимулировать заживление. На сегодняшний день во многих клиниках успешно проводят процедуру PRP-терапии и плазмолифтинга. Сегодня наша передача посвящена тому, чтобы вам рассказать о тонкостях данной терапии и в чем отличие. Плазмотерапия проводится, используя вот такие пробирки. Почему я немного скептически отношусь к использованию таких пробирок? Данные пробирки имеют антикоагулянт, сюда производится забор, на центрифуге прокручивается на большом обороте
Единственным отличием данной пробирки, минусом, является то, что когда отделяется кровь и плазма, остается очень тонкая прослойка, где тромбоциты насыщаются плазмой. Вообще, чтобы понимать смысл данной терапии, надо сказать, что тромбоциты, насыщение тромбоцитами, синовиальная жидкость нашего коленного сустава составляет 50-70 тысяч. А в крови у нас насыщение тромбоцитами от 200 до 400 тысяч. И значит, смысл заключается в том, чтобы взять из крови большое количество тромбоцитов и ввести в коленный сустав или страдающий другой сустав, для того, чтобы там происходили процессы заживления. Очень часто обращаются пациенты после проведенной PRP-терапии или плазмолифтинга, жалуясь на неэффективность данной терапии. Неэффективность данной терапии я могу связывать с тем, что, возможно, были использованы пробирки данной формы. И сегодня мне бы хотелось вам показать и рассказать, какие пробирки лучше использовать для проведения именно PRP-терапии. Для проведения PRP-терапии лучше использовать пробирки в виде песочных часов. В чем их уникальность? Уникальность этих пробирок в том, что когда мы производим забор крови, кровь, отделяясь от плазмы, насыщенная тромбоцитами плазма концентрируется именно в той тонкой области, откуда можно очень легко его эвакуировать, набрать в шприц и в дальнейшем ввести в сустав. И по подсчетам, использование обычных пробирок нам дает насыщение плазмы в порядка 400-500 тысяч, а использование этих пробирок нам дает насыщение тромбоцитами более 1,5 миллиона, что существенно влияет на дальнейшую терапию в нашем случае. Также у фирмы и компании Arthrex имеются такие шприцы, на мой взгляд, это единственные шприцы, у другой компании я не знаю. Это специальные такие уникальные шприцы, двухкомпонентные, когда забирается забор, и внутри шприца имеется еще один шприц. То есть после того, как мы отделили плазму от крови, мы очень легко, благодаря внутреннему шприцу, отделяем плазму и вводим в сустав. Тут еще научные исследования показывают, что в данном шприце насыщаются тромбоциты более 2 миллионов, что еще больше повышает эффективность данной терапии. Следующим, самым современным на сегодняшний день является проведение СВФ-терапии. Что такое СВФ-терапия? Это стромально-васкулярная фракция, которая получается из подкожно-жировой клетчатки, после обработки вводится в сустав. В интернет-просторах широко используется название данной терапии как биоимплант. Но более правильным было бы название его стромально-васкулярной фракции, которую мы получаем из подкожно-жировой клетчатки. На сегодняшний день ученые пришли к выводу, что стволовые клетки более насыщены и легко доступны, когда они получаются из подкожно-жировой ткани. Ранее мы для получения стволовых клеток использовали костный мозг. На сегодняшний день эта методика намного малоинвазивна, малотравматична, и пациент может в тот же день манипуляции выписаться домой. Процедура проходит под местной анестезией, делается небольшой прокол в области живота, получается жировая ткань, которая в дальнейшем обрабатывается на центрифуге, отделяется жировая ткань, в последующем откуда выделяются стволовые клетки, и, используя дополнительно PRP-терапию, мы вводим в сустав. В чем положительные моменты данной терапии?
в отличие от PRP-терапии. PRP-терапию, когда мы проводим, тромбоциты работают в течение недели. То есть они стимулируют фактор роста всего лишь в течение недели, и поэтому нам приходится каждую неделю проводить промежутками 3-4 раза данную терапию. Преимущество СВФ-терапии в том, что эти клетки могут перерождаться и в хрящевую ткань, и мышечную, и соединительно-тканную, и достаточно одной инъекции, которая хватает на 3-4 года. Ну что, я полагаю, что мы самые популярные вопросы и моменты обсудили с вами. И сейчас хотелось бы мне пригласить теперь уже пациентку, не просто гостя, нашу уважаемую Сайрам Исоеву. И хотелось бы провести рентген-диагностику для того, чтобы показать, насколько разрушен сустав и почему мы именно в этот сустав хотим провести эту процедуру. Итак, уважаемые зрители, мы снова возвращаемся в нашу передачу. Надеюсь, вы до сих пор с нами, смотрите нас. Мы провели рентген-диагностики нашей пациентки Сайрам Исоевой, у которой мы выявляем проблемы с правым коленным суставом. Что мы видим на данном снимочке? Левый сустав еще сохраняет суставную щель, а уже в правом коленном суставе мы видим истончение суставной щели за счет того, что суставной хрящ практически полностью разрушен. Да, в идеале в этом случае проведение эндопротезирования, но мы хотим эту операцию немножко отсрочить на потом. И на сегодняшний день мы хотим провести СВФ-терапию для того, чтобы облегчить состояние и ходьбу нашей пациентки. Также сегодня в рамках нашей передачи мы хотим провести еще одной нашей пациентке с проблемами коленного сустава PRP-терапию. Вот, пожалуйста, та уникальная пробирка, о которой я говорил, мы распаковали. Она стерильная абсолютно. В чем уникальность этой пробирки? Если вы видите, она действительно в виде песочных часов. И когда кровь отделяется от плазмы, именно плазма, насыщенная тромбоцитами, собирается вот в этой части пробирки, что позволяет легко его извлечь и в дальнейшем ввести в сустав. Теперь следующим этапом мы берем венозную кровь, которую мы взяли у пациентки, и отправляем в пробирочку. Так, закрываем специальной пробочкой. И следующим этапом отправляем центрифугирование. Мы помещаем пробирку в специальный отсек центрифуги. Закрываем крышечку. И на этом приборе мы устанавливаем обороты. В данном случае нам нужно 1500 оборотов в течение 5 минут. Запускаем. Наша плазма готова. Заметьте, вот именно тонкая
часть этой пробирки, где тромбоциты обычно бывают максимально насыщены. Именно с этой части мы сейчас будем извлекать жидкость. Провели процедуру PRP пациентки. Пациентка сейчас немножко отдохнет и пойдет домой. Сегодня режим ортопедический, надо будет поменьше ходить, побольше разрабатывать сустав. И через неделю пару раз мы повторим данную терапию. Теперь мы проходим в операционную для проведения СВФ-терапии. Так, в принципе, все. Мы ждем минут 10, пока анестетик у нас подействует, а пока мы получим плазму из крови, из вены. Да? Поехали. Вот эти те уникальные шприцы, двойные. На мой взгляд, единственные пока в своем роде, которые можно использовать, нужно использовать для PRP-терапии и для выделения стволовых клеток. Сейчас мы будем выделять из венозной крови плазму, обогащенную тромбоцитами, то есть PRP. Вот так вот мы берем 15 мл венозной крови и отправляем в центрифугу. Так, следующей насадкой мы будем получать жировую ткань. В итоге мы получаем 2 шприца жировой ткани, которые сейчас мы отправим в центрифугу. А пока мы посмотрим, что у нас с венозной кровью. Вот шприц, если вы заметили, вот плазма, которая отделилась, она максимально насыщена тромбоцитами. В чем прелесть этого шприца? Вот смотрите, не надо дополнительно ничего делать. Вот раз, и шприц сам забирает необходимое количество. Все. Дальше у нас идет кровь, я поэтому ее отделяю. Вот таким образом мы берем венозную кровь. Пока оставляем здесь. Так, жировую ткань отправляем сюда. Закончился процесс центрифугирования. Сейчас мы достанем шприцы
и посмотрим, что у нас там получилось. Так, открываем. Вот, смотрите, как красиво. Еще один. Я сейчас расскажу, что это, почему это так. И это тоже очень красиво. Да? Теперь хочу сказать, что эти 3 слоя значат. Нижний слой, который более кровянистый, это наша жидкость, анестетик, который мы ввели, раствор, вперемешку с кровью. Это мы сейчас уберем. Вот посередине это жировая ткань со стволовыми клетками. Наверху жир. Это еще не чистые стволовые клетки. Мы сейчас еще раз центрифугирование сделаем, и у нас останутся чистые стволовые клетки. Вот таким образом будем сливать жидкость. Вот смотрите, это методика. Раз, сама закончится. Вот. Раз, видите? Все, жидкость ушла. Закрываем, блокируем шприц. Теперь смотрите, вот у нас наверху остался жир. И мы пока что его можем тоже удалить, а можем еще раз пропустим через шприц, и произойдет расщепление жира, и мы еще раз сделаем центрифугирование. Вот мы берем специальные шприцы с резьбой, устанавливаем переходник, и у этого шприца тоже имеется резьба, подключаем. Это для чего? Для того, чтобы мы могли с этого шприца в этот шприц вот таким образом, надо 20-30 раз, чтобы жир произошло расщепление жира, и чтобы стволовые клетки легко отделились. Так, вот такие вот у нас получились растворчики. Отправляем биоматериал, как любят в интернете говорить, биоимпланты. Отправляем повторно. Также на высоком обороте 25 тысяч 4 минуты. Старт. Поехали. Так, центрифуга закончилась. Достаем шприц. И вот видите, какой маленький слой стволовых клеток у нас оказалось. Видите, да? Где-то 1,5-2 миллилитра. Этот. И все остальное сверху это жир. Вот. Поэтому для коленного сустава благоприятно ввести 2-3 мл стволовых клеток. Сейчас мы вот этот жир вот так вот забираем. Чем хороша эти шприцы, когда вы убираете внутренний шприц, это PRP немножко у нас с кровью перемешалось, когда мы вводим, вот можно вот так вот раз перемешать, вот. Раз, и вот теперь у нас красивая картинка, видите, какая красивая. Вот что я хотел вам показать, фокус этого шприца. Можно внутри шприца смешивать PRP и стволовые клетки.
من 3 سال اینجا با عذاب و مشقت با درد پاچک گشتم و امروز میخوام گویم که به مقصد دیرینم رسیدم. یعنی که اون اپراسیون که حاضر گذشت بسیار در سطح بلند گذشت. من درد رو حس نکردم، فقط دستان شفا بخش دکتر بایماتوف و نماینده که از دوشنبه آمدن بختیار جان، من نفس گرمی آنها رو حس کردم، درد شفا بخش آنها رو حس کردم و میخواهم گویم که دکتران اصیلی که قسم گیپوکرات دادن و میخواهم که انعامی خیلی دکتران در تاجیکستان ما زیادتر شود. خودم رو نقصیص میکنم. عالی جناب، فقط میگویم که احسنت، سر تعظیم به این دکتران. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша передача. Надеюсь, сегодняшняя тема будет полезна как пациентов, так и для врачей. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!